Всем приветики, друзья! Сегодня еще очередное видео для мейкап туториала. Сегодня будем создавать этот мейкап образ. Я этот макияж уже создавала где-то год назад. Недавно Марк Джейкобс выбрал эту фотографию, этот макияж для их страницы, когда они меня объявляли десятки финалистов. И многие после этого мне начали писать, как ты создавала этот лук, или какую косметику использую, как создаю. Да, здесь, правда, у меня волосы по-другому смотрятся, конечно. Так что да, я вам сейчас покажу, как это создавать. И, кстати говоря, если ты еще не подписался на мой канал, не забудь подписаться сейчас. И, конечно же, фоллоw меня в инстаграме, Jamkin_Donuts, и мы с тобой будем всегда на связи. Так что, если вам интересно, как создать этот мейкап-лук, давайте приступим. Ну что ж, ребята, мы, наверное, начнем с подготовки моей кожи. Я, оказывается, обычно пропускаю этот шаг и не показываю на камере. Я подумала, я должна вам показать, так как это важно, как макияж будет ложиться на кожу. Я использую всегда Dr. Dennis Gross. Я уже использую сколько? 3 месяца почти. Я обожаю эти пилинги. Это, получается, дневные пилинги. Можно использовать утром и вечером. Но если у тебя сухая кожа, так 1 раз в день хватит. Но я, так как комбинированная кожа, я использую только 1 раз в день. А если я 2 раза, всегда кожа слишком сухая. Вот, здесь идет пошаговые. Шаг первый. Они идут такими круглыми салфеточками. Первый шаг это cleansing, точнее чистить твою кожу, чтобы на коже не оставалось никакой грязи. Я должна протереть это все на своей коже, и это шаг первый. Тут идет, видите, step one. Этот пилинг очень хорошо, бережно убирает верхний слой кожи, чтобы потом кожа кажется очень мягкой. Дальше я жду, чтобы она высохла, потом уже делаю второй шаг. Шаг второй, я уже использую такие же ватные, получается, круглые салфеточки. И так я протираю всю кожу так. Первый шаг был такой очищающий, а второй шаг более как... Она дает тебе glow, то есть кожа начинает сверкать здоровой кожей. Иногда так мне сложно объяснить на русском, потому что все это я выучила на английском, я никогда не учила на русском, как это будет. Из-за этого мне очень сложно иногда объяснять, что я использую. Особенно, когда касается химических ингредиентов. После этого пилинга мне всегда кажется, что моя кожа прям обновлена, и весь вот этот лишний слой уже исчез после этого. Она не прям так, как эксфолиатор, да, как скраб, она больше как химический, так что протираю, оно бережно убирает весь слой, и кожа обновленная и свежая. Так, после этого идет уже следующее, это уже Essence. Я в этот Essence SK2 я уже давно влюблена. Я, правда, раньше попробовала вот такую малюсенькую сэмпл, да, как бы дали мне тестировать, а потом мне наконец-то дали чуть побольше. Но потом, когда решусь, я уже куплю, наверное, большую, которая стоит $99. Так что да, оно того стоит. Что я делаю? Я обычно беру... Так, попробую. Вроде кожа уже сухая. Беру немножечко. Так, делаю так. И вбиваю мою кожу так. Пахнет так хорошо. Сразу освежающе. Следующий шаг, конечно, это крем для лица. Крем для лица я в последнее время использую вот это. Это увлажняющий крем от Dr. Jart, называется Water Drop. Я просто влюблена в этот moisturizer. Я уже использую несколько месяцев, она нереально крутая. Во-первых, хочу показать, как она смотрится вначале. Берешь, она превращается в воду. Она такая, она как гелевая, она, как касается кожи, она превращается вот в жидкость прям. Просто тает на коже. И, конечно, последний шаг по уходу за кожей у меня всегда SPF. То есть отдельное средство от защиты от солнца. Это у меня вот это, вы уже, наверное, знаете. Я использую, правда, чуть-чуть в эриях, там, где солнце будет падать, это в основном это здесь. Но я не буду слишком делать, как обычно, потому что у меня здесь вот эти светильники, получается, lights, которые на меня светят, и из-за SPF я могу казаться для вас потом белой. Так что я особо не буду стараться сейчас, чтобы макияж не оказалось. Так вот, моя рутина по уходу за кожей закончилась, теперь нужно уже макияж переходить. Для макияжа, наверное, сегодня буду использовать в первую очередь праймер от Yves Saint Laurent. Вот это. Я, правда, чуть-чуть только буду использовать, буквально чуть-чуть там, где нос, и вот здесь. Обычно у меня эта area забита
не то что завито, там есть поры, и нужно эти поры завить. Перед тоналкой я буду использовать мой корректор от Dior, это вот такой персиковый цвет. Нужно использовать ее чуть-чуть под глазами, чтобы убрать мои круги под глазами. Следующий я беру тоналку. Тоналка у меня L'Oreal Pro Glow. Цвет у меня называется Sand Beige 207. Я ее вначале наношу пальцем. Распределяю, чтобы было все ровно, а потом уже буду растушевывать кисточкой. Второй теперь идет консилер. Консилер у меня от Tarte, называется Shape Tape, о котором все говорят. Наношу его чуть-чуть сюда, чуть сюда. Я этот консилер использую чуть-чуть, потому что мне кажется, она очень плотного покрытия. Спонжем Real Technique я просто рассушу. Дальше нужно финишировать. Конечно, буду финишировать пудрой Laura Mercier. Транслюсидная бесцветная пудра. Нужно использовать ее чуть-чуть. Дальше я беру мою новую палеточку, это Sephora Contour палетка. Они очень похожи на Anastasia Beverly Hills, так что я решила сэкономить деньги и купить подешевле, хотя качество такое же. Так что я вначале буду использовать только этот цвет. С кисточкой от Elf Cosmetics, это вообще-то кисточка для румяны, но я люблю использовать, потому что она такая мягкая, то если я буду вот так делать, она будет хорошо смотреться. Я буду наносить примерно в эту area, так что начинаю всегда с этого угла. И наношу в этот угол. И растушевываю в сторону именно волос. Визуально, получается, появились тени. И, конечно, буду использовать сюда. Чтобы избежать очень резкий контуринг, я обычно беру большую кисточку и растушевываю, чтобы казались натуральными тенями. Следующее я беру, конечно же, палетку Anastasia Beverly Hills Glow Kit. Я правильно так покажу. Буду, наверное, использовать сегодня цвет Daydream. Наношу хайлайтер на верхнюю часть скул, ближе к вискам. Так, я подготовила уже свои брови, как вы знаете, занимает 3 часа. Просто я тестирую новую вещь, я использую Anastasia Beverly Hills этот карандаш, и пока вроде нормально получается. Просто я готовлю для видео, чтобы нормально получилось. Я пытаюсь гель меньше использовать, потому что гель в последнее время что-то не нравится мне. Из-за этого я решила попробовать карандаш. Но я пока тестирую. Так, что дальше идет? Дальше идет праймер. Праймер у меня от Smashbox. Это я за 100 поинтов купила в Sephora. Это получается праймер с цветом как консилер, то, что я люблю. Я использую на все веко. Так, мы сегодня будем использовать мою палеточку, вот эту, Anastasia Beverly Hills. Правда, эта палетка уже не продается, она была в ограниченном количестве, я купила ее в прошлом году. Называется Couture Shadow, это такой. Тут есть все вот такие красивые цвета. Да, обожаю. Так что я вначале, наверное, буду использовать Soft Peach, это вот этот цвет. Наношу, получается, ее на все подвижное веко. Еще я использую цвет Morocco. Я эти тени должна нанести также на все подвижное веко. Начиная с внешнего угла на внутренний угол, растушевывая. Когда вы наносите на подвижное веко, я обычно всегда поднимаю брови. Когда поднимаешь брови, она как-то растягивает твои веки, что ты потом в нужное место наносишь тени. Насчет кисточки я использую пушистую такую кисточку для растушевки. Это от MAC. Тот же цвет наношу под глазами, вот сюда. Дальше я беру цвет Fudge, это вот этот цвет. Здесь я уже использую мою маковскую кисточку, это 217, такой, от MAC. Для растушевки, но она более, не такая пушистая, как вот эта, она более такая маленькая и идеально подходит для внешнего угла. Здесь, как видите, я с внешнего угла растушевываю до середины моих глаз. Так, примерно растушевала так. Следующий цвет уже идет у меня Intense Gaze. Это, наверное, мой самый любимый цвет. Такой. Я наношу это уже, наверное, пальцем, потому что, мне кажется, пальцем намного лучше. Я ее наношу, получается, на внутренний угол и на середину.
Этот же цвет я наношу внизу. Примерно так. Теперь я уже беру черный цвет. Наношу его как стрелочку в начале, потом растушевываю. Быстренько подвяжу теперь карандашом Marc Jacobs под глазами. И сюда я хочу немножко нанести хайлайтер. Это тоже от Nicole Guerrero. Наношу вот этот цвет и сюда. Теперь все, остался только тушь. Для туши у меня их две. Вот у меня Marc Jacobs и от Mimi Bugs. Причина в том, что я использую два, потому что у одного зубчики получаются очень острые. Я вначале расчесываю с этим, потом даю объем с Marc Jacobs. Так что я быстренько нанесу вот этим. Я быстренько нанесла мои накладные ресницы. Если честно, я не помню, откуда я эти накладные ресницы покупала. Это вроде бы от Sephora. Они такие длинные, только с внешнего угла, а внутренний угол короткий получается. Примерно такой. Чтобы скрыть то, что это накладные ресницы, я хочу немножечко нанести подводку жидкую сверху, получается, моих накладных ресниц. Иначе никак. Я с моей кисточкой немножечко черным цветом, я немножечко растушевала сюда, чтобы симметрично было. Примерно так. А вот для помады мы будем сегодня использовать Lime Crime, называется Salem. Salem называется Salem на английском. Я читаю ее как Салем на казахском салам. Так, примерно так. Ну что ж, вроде бы все. Снимаю. Ну что ж, ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. И, конечно же, оставьте свое мнение, комментарии внизу под моим видео. То, что я использовала, будет под моим видео тоже в описании. Можете посмотреть, что я использовала. Так что увидимся мы с вами на следующем видео. Пока-пока!